Всем привет, друзья! Редактор Массира. Всем хорошего дня, отличного настроения. Поздравляю вас с выходными днями. А сегодня, как я обещала, небольшая распаковка. Что я купила 16 января. Начнем с того, что я первое купила. Это вот такие тапочки. Купила большие размеры, если в гости придут родственники, чтобы было удобно. И вот такие для мамы. Она носит шерстяные носочки, гольфики, все время мерзнет, поэтому купила большие размеры. В самом начале, пока не забыла. Потом я нашла вот что. Ламас Гучмиш. Очень большие, удобные и красивые. Осенью я их искала, не было. Были такие обычные закрытые. А сейчас я на них наткнулась и сразу взяла. Вот таких два платья взяла. Цвета, да, приятные. Тут на завязочках, поэтому удобно. А вот этот один цвет, это просто платье. Не как халат. Такие намазники у нас продаются. Их сверху на одежду можно надевать. И будет очень удобно. Если кому-то понравилось, пишите. Когда буду на рынке, пофотографирую. Можно выслать по почте. Сейчас это уберу 2 секунды. И буду показывать дальше, что я купила. Смотрите, какая прелесть. Купила себе вот такое нежное платье с длинными рукавами. Как раз подходит на мой рост. Просто прелесть. Сказали, что какой-то итальянский штапель хороший. Но платье прям не свободное, красиво, удобно как раз. Вот это я принесла посмотреть. Тоже мне расцветка понравилась очень. Но тут видите, такой дефект. Я думала, можно будет просто прострочить. А тетя говорит, тут надо будет распарывать, прострочить с 2 сторон. В общем, непонятно, что получится. И его я отнесу обратно. К моему большому сожалению, потому что расцветка мне очень понравилась. И вот это платье тоже очень мне понравилось. Оно мне как раз, но я бы купила еще свободней. Просто большого размера не было. Смотрите, какая прелесть. Рукава длинные, на меня как на 3/4. Это не джинс, но очень похоже на джинс по цвету. Такая мягкая ткань. У очень хорошей женщины купила. Теперь как только у нее будет завоз, будем созваниваться. И буду выбирать самые большие размеры. Очень хорошая женщина. Хазан. В общем, вот эти 3 платья я вам показала. Девочка купила еще 2 вот таких красивых халатика велюровых. Здесь такой тонкий, нежный велюр. Длина, смотрите, чуть ниже колен. И вот такой халат. Он какой-то темно-фиолетовый, что ли. Я хотела зеленый. Был там один, но был размер поменьше. Этот тоже длина не до конца. Я обычно люблю или длинные, или короткие. Но принесла посмотреть. Мама, тетя, всех хвалили. Наверное, оставлю. Знаете, у кого купила? У той хорошей женщины, которая в ноябре умерла. А я дал у нее там товар, ее подруга продает. А на выходные, говорит, дочка приезжает, помогает. Вот надо сегодня и завтра поехать, хотя бы к Адамбу, выразить соболезнования. Потому что дочку, сестер, никого я не знала. А вот эта женщина была очень-очень порядочная. Девочки, извините, снова я расстроилась. Сейчас чуть-чуть успокоилась. Продолжаем дальше. Просто дико это все и странно.
был человек и нет человека. Просто не знаю. Какое-то страшное стечение обстоятельств, ожил или судьба, или что. А за рулем той машины, говорят, был совсем маленький пацан рядом с отцом. За рулем был ребенок. Это им будет уроком на всю оставшуюся жизнь. Но прекрасную женщину не вернешь. Ладно, раз начала, надо заканчивать, девочки. Мальчикам обзоры распаковки будут неинтересны. Я думаю, что этот ролик больше для женского пола. В общем, друзья, вот это платье оставила напоследок. Оно очень красивое. Не знаю, как оно смотрится через камеру. Как будто черный джинс, но это не джинс, такая ткань. Не знаю, как называется. Сейчас же много этих названий. Рукав, как всегда, 3/4, но оно просто шикарное, оно мне очень идет. Еще сверху хотела такую же курточку купить из этого материала, но были только маленькие размеры. Теперь такое же платье-халат хочет моя тетя, мы вместе поедем, и моя двоюродная сестра. И вот такую джинсовую юбку купила. Обычная, ничего лишнего. Просто не могла найти большой размер. Искала чуть-чуть не такую. И раз нашла размер, купила. Вот тут, видите, не разреза ничего. Чуть-чуть надо будет распороть. И чуть-чуть вот так открыть. Потому что с моей быстрой походкой не очень-то я прохожу в этой юбке. Сейчас еще кое-что вам покажу. Вот это моя самая любимая юбка. Я ее ни разу не надела. Она шикарная. Качество вообще отличное. Вот такой джинс, который я люблю. Тонкий, темно-синий. Вообще модель, все красивое. Но я когда покупала, она мне была маловатая. Думаю, разойдется. А в итоге я ее ни разу не надела. И разошлась я, к сожалению. Вот искала что-то наподобие, нигде не нашла. Видимо, сейчас такие модели не модные или что, я не знаю. Ну, для меня это классика. Если похудею, буду носить. Еще я заказала другую черную юбку. В понедельник должны привезти. Если будет размер и длина, как я хочу, я вам обязательно все покажу. Ну, если вам будет интересно. Я же раньше вообще была великая шмоточница. На работу ходила, часто себе покупала что-то новое. Ну, почти все было короткое, сейчас как-то неудобно носить. Короткое было удобно под халат, чтобы на работе бегать там, то процедуры делать, то туда, то сюда, то 5-е, то 10-е. Беготни было много, было удобно. А таких вот длинных вещей как бы не носила, можно сказать. Иногда только. А вот эта прелесть. Помните, я еще осенью говорила, что я купила 3 пары обуви, хотя собиралась просто посмотреть. Вот одни шлепки я всего начала, несколько раз поносила осенью. Эти туфли, очень хорошая кожа, качественная, турецкие. А эти шлепки просто тапочки. Просто удобные, как галоши. Но ни разу не обула. Туфли я боюсь носить как-то. Отвыкла. Надо привыкать. Сейчас все покупаю на размер больше, чтобы было ногам удобно. Так, что я еще хотела? Девочки, если вам интересно, хочу показать еще одну распаковку. Старинная посуда. Я ее купила где-то, ну, уже год, наверное, прошел. Так никак эту коробку и не распаковала. Сейчас все буду делать вместе с вами. Сегодня хоть наконец-то отдам маме тапочки и платье для намаза. Я из четверга говорю, подожди, мне надо распаковку снять. В четверг устала, после рынка неохота было. В пятницу вообще был ленивый день у меня. Ничего не делала, никуда не поехала. Вот сегодня сейчас я все отнесу.
Вот здесь у меня посуда. Это не Валберис, это не реклама, это просто пакет такой. Покупала через Авито, потом познакомилась с этой женщиной и подружилась. Сейчас все открою и покажу. Смотрите, как она хорошо все открывала. Нет, одной рукой будет неудобно. Извиняюсь. И вуаля. Ой, очень хорошо все упаковали. Наверное, даже по почте можно было бы отправить. Хорошо, что она живет в городе. Меня спрашивали некоторые, отправляю ли я антикварную посуду по почте. Нет, друзья, я боюсь. Я вообще никогда не торговала, честно говоря. Я только все покупала и все собирала. Перед тем, как эту посуду я купила еще другую у нее же. Потом эту кто-то собирался купить. Я не стала мешать. И потом так получилось, что тот человек не приехал, не забрал. Эта посуда была суждена мне. А, кстати, здесь 2 набора. Все, я вспомнила. Я сначала буфеты искала, купила, успокоилась потом. Потом посудой увлеклась, купила, успокоилась. А до распаковки так дело и не дошло. Девочки, знаете, что я думаю? Может, пока я стенку не куплю, может, не открывать мне эту посуду. Примерно я знаю, что здесь такое: синяя посуда и такая светло-бежевая. Как вы думаете? Смотрите, это вот первый набор, который я купила. Прям просто прелесть. Правда, тут рюмочек только 5 почему-то. Часто бывает 6. И в этих комплектах, не знаю, чашек по 5 или по 6. В общем, первую купила вот такую прелесть. Но из-за того, что нет у меня стенки, пока все стоит на столе. И, наверное, это я пока уберу в коробку. Но если вам интересно будет, кто любит антиквариат, винтаж, пишите, потом как-нибудь сделаем распаковку. Всем пока-пока. Спасибо за ваши лайки, за адекватные комментарии. Отдельно спасибо Алашке, Розе Имадаевой, всегда меня поддерживают, Луизе Гилановой, и подруга, и бывшая моя пациентка, и, можно сказать, родственница. И вообще всем, кто смотрит, кто поддерживает, кто пишет, кто уважает. Всем большое-большое спасибо. Еще отдельный привет. Это моей самой близкой подружке Петма. Но я его по WhatsApp передам. И меня еще смотрят мамины подруги Комета и Зара. Dedik Dölšu, Комет, Зара, Сова, Маршал, Душу, ребятки, духом. Все, друзья, всем пока-пока. Вот такая распаковочка у нас получилась.